Сегодня в аэропорт Якутска приземлился самолет с беженцами из Украины. Прибывших людей разместят в пригородном селе Хатасы. Репортаж Виталия Абрамова. Прямой рейс из Симферополя с 400 беженцами из юго-востока Украины на борту приземлился в Якутске ровно в 16:15. В столице нашей республики остались 179 человек, в том числе грудные младенцы и бабушка 33-го года рождения. Те, которые будут у нас проживать, которые будут работать, подготовили пункты временного размещения для проживания. Елена со своей внучкой и отцом бежали из Горловки Донбасской области Украины. В начале месяца во время очередного артобстрела погиб ее родной брат. В Якутию они приехали с надеждой на лучшую долю. Они решили нас просто уничтожить. Надеемся, что мы здесь. Хочу, чтобы отец спокойно спал, внучка. Не так, как мы боялись выйти, в погребе сидели. Последних 5 дней мы в этом бомбоубежище жили, не вылазили. И бежали на автобус, нас обстреливали. Надеемся, что нам будет здесь лучше. Чтобы помочь прибывшим справиться со стрессом и долгим перелетом, прямо в здании аэровокзала организована психологическая помощь. Это работа в первую очередь с детьми, чтобы не было посттравматических стрессовых расстройств в дальнейшем, чтобы эту трагедию, которую люди пережили, чтобы она не отложилась их на дальнейшей жизни. Среди беженцев много малолетних детей, самому маленькому из которых 5 месяцев. Детский сад им будет предоставляться в порядке общей очереди, а школьникам места в школах гарантированы. По поводу же трудоустройства взрослых граждан местные власти уверены, что проблем с этим не возникнет. В республике довольно-таки много вакансий. Есть вакансии предоставлением жилья, поэтому мы с каждым гражданином Украины, который вынужден оказался на территории республики, будем отрабатывать. Это касается не только тех, кто организованно самолетами прилетает, то есть это не только тех 1035 человек, но и всех, которые и сами сюда приехали. Их довольно-таки много, более 500 человек. Переселенцы уже не планируют возвращаться на родину и намерены обустроиться в России. Планирую в дальнейшем найти тут работу, обустроиться и жить, детей кормить. А возвращаться на родину не хотите? Не хочу. Таким образом, всех приехавших после положенных проверок отправили на автобусах в поселок Хатасы, где подготовлен для них пункт временного размещения. А спецборд с еще 200 беженцами полетел дальше в Магадан. Подобные рейсы будут прибывать до конца сентября, и в итоге местные власти должны будут разместить на территории Якутии 1035 человек. Виталий Абрамов, НВК «Саха», Якутск.